В этом году деятельность органов прокуратуры в основном была направлена на обеспечение соблюдения соответствующими органами законов при осуществлении работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам заместителя генерального прокурора, большинство указанных проверок в текущем году проведено в учреждениях здравоохранения, по итогам которых выявлено 693 нарушения. На их устранение внесено 369 актов прокурорского реагирования. Привлечено к дисциплинарной ответственности 314 лиц. Возмещено в доход государства более 8 миллионов сомов. По итогам проверок по признакам преступлений в единый реестр преступлений и проступков зарегистрировано 34 материала, по которым начаты досудебные производства. Выявленные нарушения в основном связаны с совершением коррупционных правонарушений должностными лицами государственных органов, осуществлением государственных закупок с нарушением требований законодательства, нарушением требований законодательства об общественном здравоохранении, а также с гарантированной защитой прав медицинских работников. На координационном совещании глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сыймык Джапыкеев попросил генерального прокурора провести проверку в его ведомстве. А именно, провести проверку следственной и оперативной службы ГСБ. Прошу провести проверку. Я не могу вмешиваться в следствие. И я прошу Генпрокуратуру помочь с проверкой. Там много доказательной базы, вещдоков. На совещании говорили и про коррупцию в системе здравоохранения. Экспертная группа определила в Минздраве 5 зон, в которых было выявлено 84 коррупционных риска. Об этом заявил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев. По его словам, в рамках перехода к электронному правительству разработан портал открытых данных, куда загрузили первоначальные сведения. В ходе заседания генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что в нацгоспитале 2 года не назначают руководителя. Он сообщил, что во время карантина людей госпитализировали за $2000. Почему в нацгоспитале не назначают руководителя? Есть информация, что за госпитализацию берут деньги. Если руководителя нет, то как будет вестись контроль? Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ответил, что он ознакомился с условиями всех больниц в стране. В связи с тем, что сейчас бывшим главврачом нацгоспиталя Динарой Сагимбаевой идут судебные тяжбы, нового руководителя не назначили. Азамат Кенжешев, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.